плаваете в бассейне или моете посуду, принимаете горячую успокоительную ванну после трудового дня или просто находитесь в воде больше 10 минут, вы обнаруживаете, что кончики ваших пальцев и пятки покрываются морщинами. Вначале ученые предполагали, что это явление вызвано неким процессом наподобие осмоса, когда вода проникает под верхний сухой слой кожи. При этом вода размягчает не верхний слой кожи на пальце, а ткань, находящуюся под ней. И именно этот процесс делает палец морщинистым. Однако в 1935 году ученые выяснили, что подобный процесс не происходит у людей с нарушением нервных тканей на пальцах. Один из известных примеров, который подтверждает это. У мальчика, потерявшего чувствительность 3 пальцев на руке, кожа сморщивалась только на тех, которые имели нервные окончания, тем временем как остальные 3 были такими же гладкими, как и в начале. Данный физиологический процесс подтверждает, что морщины появляются не из-за того, что вода попадает под верхний слой тонкой кожи на пальцах, а это нормальная реакция нервной системы на длительную влажность. Нервная система сужает кровяные сосуды, что делает верхнюю ткань морщинистой. После этого ученые предположили, что если эта реакция вызвана нервной системой, то она сформировалась как важная функция в эволюции человека. Но как могут помочь морщины на пальцах? Одна из теорий предполагала, что морщинистая кожа служит для того, чтобы пальцы рук были более хваткими во влажных условиях. Допустим, когда человек собирает еду или идет босиком по мокрой от дождя местности. В 2014 году биологи решили доказать эту теорию с помощью научного эксперимента. Испытуемым с гладкой и морщинистой кожей дали задание поднять различные мокрые объекты, такие как шарики. Результат показал, что люди с морщинами на пальцах выполнили задание на 12% быстрее, чем те, у кого их не было. Однако, поднимая сухие шарики, эксперимент не показал никаких отличий. Обе команды справились вовремя. Таким образом, появилось предположение, что морщины появляются для того, чтобы вода быстрее обтекала кожу, как, к примеру, в шинах на автомобиле. И если это так, то почему тогда наша кожа не морщинится вся? Скорее всего, из-за того, что пальцы рук и ног, а также пятки не такие чувствительные, как остальные части тела. Спасибо за проявленный интерес.